Любовь к головоломкам у Амира появилась из-за любви к математике. Первая сборка кубика Рубика заняла у него 5 минут. Сегодня это уже 5,2 секунды. Пришла идея с того, что я, как обычно любой человек, смотрел телевизор, и там было просто частое упоминание этих головоломок. И вот пришел к такому выводу, что для меня это будет интересно. Я до этого увлекался математикой, трехмерной геометрией и физикой. И эти головоломки напрямую связаны с этими науками. Мама Амира поддерживает его в этом деле и всячески пытается ему помогать, покупая головоломки. У него был день рождения, я ему решила сделать подарок. Мне так понравилось, я никогда в жизни не забуду. Он, когда пришла эта посылка, последняя наша, он ее разбирает, посмотрел на меня и говорит: «Мама, Хансосен счастливый, Лар». Мне это очень понравилось, значит, он ощутил вот этот вкус счастья. Сейчас у юноши не только собралась приличная коллекция кубиков, но и усовершенствовалась техника. Совсем недавно юноша собрал кубик 6×6 за 4 минуты и 46 секунд одной рукой. Это рекорд Европы и второе место в мире. Но на этом останавливаться он не намерен. В первую очередь закончить обучение, образование получить. Второе – это, конечно же, поучаствовать наконец-таки в соревнованиях официальных под Всемирной ассоциацией кубика. Но в первую очередь это, конечно же, всероссийские соревнования. А если там получится, там у меня будут успехи, то можно и европейские соревнования, в которые собираются участники со всех стран Европы. Мир не услышал бы о спидкуберах, если бы не Эрне Рубик. Преподаватель Венгерского университета в далеком 1974 году задумывал головоломку как учебное пособие, с помощью которого он хотел втолковать студентам математическую теорию групп. С тех пор игрушка завоевала популярность во всем мире. Но в Ингушетии этот вид спорта был не так популярен, пока в 2017 году на просторах интернета не появилось видео, где юноша по имени Амир Мужахаев на камеру собирает кубик Рубик. А для тех, кто тоже хочет попробовать себя в спидкубинге, Амир дает дельный совет. Главное – это иметь время на это и иметь терпение. Вот если эти два требования у вас будут, то вы свободно можете сделать свои попытки. Если у вас не получается, что бывает практически всегда, то стоит обратиться за помощью к интернету. В интернете есть уже достаточное количество обучающих материалов по поводу этого. Самое главное – не отчаиваться и не бросать сборку кубика. Удивительный факт. Сам Эрне Кубик собирал магический куб целый месяц. Это не только интересный вид спорта, но и полезный. Он развивает память, помогает логически мыслить, развивает усидчивость и терпение. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.